Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir... Президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в социальной сети True Social разместил видео с выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева на третьем глобальном медиафоруме в Шуше. В видеоролике, опубликованном Трампом, приведен фрагмент выступления Ильхама Алиева, в котором он говорит о Дональде Трампе. Не предвещал победу Трампа, я просто сказал, что это было бы предпочтительнее для азербайджанского народа с учетом того, что он так же, как и мы, разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности. Он человек, который единственный из президентов США, который не начинал войн. И вот за небольшой срок его пребывания у власти видно, что он человек, который заканчивает войны. И также мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться, несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил по многим причинам. Ну и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца. Особенно, что касается Вашингтонского болота. Чтобы высушил его до дна. 18 июля президент Ильхам Алиев посетил село Хан-Юрду Ходжалинского района. Глава государства побывал в домах переселившихся в село жителей Расима Джавадова и Керема Аббасова. Отметим, что село Хан-Юрду входит в Балыджинский сельский административно-территориальный округ Ходжалинского района. В селе уже капитально восстановлены 40 частных домов. До конца года предусмотрено восстановить еще 65 частных домов, а в 2026 году будут отремонтированы и восстановлены 93 частных дома. 14 июля этого года в родное село Хан-Юрду вернулись 33 семьи, в целом 122 человека. В настоящее время проводятся необходимые работы по созданию в селе современной социальной инфраструктуры. Отремонтирована и восстановлена 10-киловольтная линия электропередач протяженностью 14 километров. Начат процесс установки счетчиков. Проложена газовая линия длиной более 10 километров. Действующая линия протяженностью свыше 4 километров восстановлена. Отремонтированы артезианская скважина, водохранилище вместимостью 400 кубометров и водопроводная сеть. Проведена линия связи протяженностью в 10,4 километра. Абоненты обеспечены услугами стационарной телефонной связи, интернета и IPTV. Заасфальтировано более 2 километров дорог внутри села. В настоящее время ведется подготовка к ремонту и реставрации здания общеобразовательного учреждения. Капитально ремонтируется амбулаторный центр и здание маркета. В селе на территории площадью 1 гектар разбит парк отдыха. Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в села Тазябина и Хан-Юрду, побеседовал с ними. Bugün burada olmamızın sebepçisi sizin zikârın emeğinizin neticesidir. Sağ olun. Dilerim size kurban. Hoş Allah sizi de korusun. hoş gelmişsiniz. Günümüze şükür. Allah sizi korusun. Allah üstünüze yar olsun. Çok güzel kaçıyor. Bu günü bize gösterdiniz. Ağlasından kınam. Sevişiyoruz. 200 de senelik kana buğdu üstümüzden götürdünüz. Sağ olun, var olun, öpüler. Sağ olun. Amin, amin. Siz de hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Artık bir neçə gündür ki doğma torpağınızda yerləşmişsiniz. Şərait də yaxşıdır. Mən bugün tanış oldum. Həm Təzəbinə kəndindəki şəraitlə, həm Хан-Yurdu iki gözəl kəndi biz demək olar ki
yenidən bərpa etdik və sizin sərəncamınıza verdik. Burada rahat yaşayın, xoşbəxt yaşayın. Siz buna layiqsiniz. Siz uzun illər çətin şəraitdə yaşamışsınız. 34. Çadır şəhərciklərində, vaqonlarda, yataqxanalarda, uşaq bağçalarında, məktəblərdə, orada-burada çox çətin şərait. Yəni, amma inamınızı itirməmişsiniz, inanırdınız ki, doğma vətənə qayıdacaqsınız. O gün də gəldi. İndi də belə gözəl, belə mənzərəli, səfalı yerlərdə yerləşirsiniz və bu onu göstərir ki, ədalət hər zaman zəfər çalmalıdır. Amma ədaləti təmin etmək üçün gərək gücün olsun və yumruğun olsun. Sizin gəldin əməyiniz öz yerində, sinəsin düşmən gülləsinə sipər edən şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ailəmizin canı sağ eləsin. Allah sizin xanımınızı, özünüzü qorusun. Var olun. Bugün sizlə burada üz-üzə durmaq, sağ ol. ondan qiymətli heç nə yoxdur. Bir dəqiqə olar, bir saniyə. Səhər-səhər mən evdən çıxanda başlayır. Bizim bu qadı yedik də biz olacaq. Deyir ki, kişi, həm xoşbaxt insansan ki, böyün filmlərində görüşərsən. Allah aşkına, bax Allah. Sağ ol. Bütün qohumlara, ailə üzvlərinə salam yetirin. İndi siz birinci bura köçənlərdənsiniz, amma bunun ardı gəlir. Şimdi bəlkə də bir neçə aydan sonra burada hər iki kənddə yəqin ki, minlərlə insan yaşayacaq. Dövlət bütün şərait yaradıb. Evlər, həyat yanı sahələr, içməli su, təbii qaz, elektrik. Yəni, yenə də deyirəm, siz layiqsiniz buna, çünki ən ağır vəziyyətdə yaşayanlar siz olmuşsunuz. Bütün bu 30 il ərzində yenə də, necə deyərlər, öz iradənizi göstərərək inanırdınız ki, bu tarixi gün gələcək və bu torpaqlara biz qayıdacaq və qayıdmışıq. Həm 20-ci ilin vətən müharibəsi, həm 23-cü ilin antiterror əməliyyatı bizim şanlı qələbələrimizdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və bundan sonra da biz burada əbədi yaşayacağıq. Heç kim daha bizi... O qaldı. O öndərə də Allah rəhmət eləsin, bizi sizə tapşırır. Sağ olun. Başkomandalı Allah var eləsin. Həmişə ucalarda olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, təbrik edirəm. Təbriklər. Siz harada yaşamışsınız bu işğal dövründə? Pirşağı qəsəbəsi. Pirşağada, sanatoriya. Siz gəlmişdiniz oraya. Bəli, bəli. Orada şərait də çox ağır idi. Çətin. Şükür bugünkü gün. Dağda şəhid oldu. Allah rəhmət olan yerdə. Harada o ağ olan Bəli. Ora haradır? Çətik dağıdır. Abdal Gülaxlının bəridir. Ağdam şərəf. Bəli. Bizim kənd bu yandan, o bizdə. Uçlar kəndidir, Uçlar kəndidir. Hansı? Uçlar kəndidir, Dağın. Bu yaxında oldu. Sağ olun. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun, cənab prezident. Xoşbaxt yaşayın. Allah sizi var eləsin. Allah sizi də olsun. Mehriban salamlarımızı Mütləq söyləyərəm. Dəmir yumruğa göndərilir. Təşəkkür edirik. Söyləyərəm, onun da salamı var sizə. Şəhid bacısı sağ olun. Çox minnətdarıq. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Allah sizi var eləsin. Allah dövlətimizi Sağ olun. Sağ olun. Bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun. Həmişə düşmənlər üstü olsun buyurun. Allah sizdən razı olsun ömür boyu. Çox sağ olun. Allah sizi qorusun. Sağ olun. Allah sizi qorusun. Allah sizi qorusun. Allah sizi var olsun. Sizə həmişə dövlətimizə rəsmin eləsin.
встречи гостей, высоких гостей, и во время похода. С левой стороны у нас показаны наши национальные инструменты. Холмуз, это тулдыяк, это герный сурнай, сделанный из рога. И чопочор. Здесь у нас мастерица вышивает наш ковер, национальный ковер, шердак. Делается он из войлока. Войлок у кыргызов всегда сопровождает освобождение. Даже наши юрты делаются из войлока. Ювелирные изделия из серебра. Серебро всегда у кыргызов считалось национальным металлом. Это мастера сделали. Какой интересный топор. Да, топор, болта. Мое имя Хурсух. Это значит топор. Бронзовый топор. Бронзовый топор, да. Дай это. Дай вот это. Я тебе подарю это. Ну, не бронзовый, это железный топор, но топор. Я тебе подарю. Мастерица вышивает колпак. Кыргызский головной убор. Это из войлока делается. Зимой тепло, летом наоборот это сохраняет. Какие хорошие да? Подходит меня, спрашивает? Подходит, очень красиво. Мы же похожи друг к другу. Рахмат сигарет. Здравствуйте. Спасибо вам. Здесь наша невестка на ручной мельнице Джарвалчак делает толкан из пшеницы и ячменя. Из толкана делается наш национальный напиток джарма. Также в древности мы использовали гончарную посуду. Глина специально из исыкуля. Сырье местное сырье. Добро пожаловать в турцентр Хордо. Меня зовут Асема. Вы каждый день читаете часовни. Все часовни не носят какого-либо религиозного характера, поэтому в них может заходить абсолютно любой желающий. Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Информация появилась в том числе и на странице информагентства. В публикации самого ТАСС подчеркивается, что это единственное в России правительственное новостное агентство. 75-летний Михаил Гусман проработал в структурах ТАСС порядка 30 лет. С 2000 года является автором и ведущим телевизионного цикла «Формула власти». В 2001 году получил звание «Заслуженный работник культуры», а в 2018-м «Заслуженного журналиста России». Российские СМИ также добавляют, что Михаил Соломонович Гусман возглавляет Российский комитет международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Напомним, что Гусман бакинец, он родился в столице Азербайджана, здесь же окончил Азербайджанский педагогический институт иностранных языков, а также Бакинскую высшую партийную школу. Должность первого заместителя гендиректора ТАСС Гусман занимал с 1999 года.
это гордые и смелые жители Кавказа, хранители золотого руна, лучшие в мире виноделы и знатные любители застолий. Даже полушутливая легенда о сотворении мира гласит, что когда Бог раздавал всем народам земли, грузины опоздали, потому что отмечали мироздание и славили его имя. За грузинскую искренность Бог решил отдать им кусок земли, что оставлял для себя, самый прекрасный во всем мире. Грузины называют себя Картвелеби или Картвелы, а страну Сакартвело, что означает «страна картвелов», «страна грузин». Персы называли еще в дохристианские времена жителей Грузии «волки», по-персидски «волк» – «кюрджи», а Грузию – «Курдистан». В переводе с персидского «страна волков», с арабского «страна неподчиняемых, упрямых», на латинском «Джорджия» под именем святого Георгия Победоносца. Большинство представителей нации проживает в Грузии. Страна располагается в западной части Южного Кавказа и омывается Черным морем. Столица государства – город Тбилиси. Грузины составляют примерно 87% населения страны. Среди наций выделяется ряд этнографических групп, различающихся между собой областями проживания, диалектами, языками, частично элементами культуры и традиции. Численность представителей наций в мире примерно 6 миллионов человек. По данным переписи 2021 года, большая часть из них, а это примерно 3 миллиона 400 тысяч человек, проживает собственно в Грузии. Согласно переписи населения 2010 года, официально в России зарегистрировано чуть меньше 160 тысяч грузин. Однако, по неофициальным данным, их число составляет порядка 400 тысяч. Кроме того, крупные диаспоры есть в Турции, порядка 1 миллиона человек. Это в основном этнографические группы грузинского народа, лазы и чвенебуры, которые с незапамятных времен занимают территории современной северо-восточной Турции. В Иране насчитывается примерно 200 тысяч грузин. Они проживают в основном в центре иранской цивилизации в городе Ферейдан-Шахр. Это потомки тех грузин, которые были насильно переселены в Иран во время правления шаха Аббаса II. С 1650 по 1700 годы в Иран были переселены более 300 тысяч грузин. Некоторые современные грузинские и иранские специалисты считают, что численность потомков этих грузин составляет порядка 2 миллионов человек. Их называют ферейданцами или ферейданскими грузинами. В Украине, по неофициальным данным, проживает более 100 тысяч грузин, в Азербайджане примерно 80 тысяч, в основном это грузинская этнографическая группа ингилойцы. Кроме того, многочисленные грузинские диаспоры имеются в таких странах, как Польша, Италия, Франция, Германия, Соединенные Штаты Америки, Греция, Израиль, Португалия, Испания, Армения, Латвия, Эстония, Литва, Великобритания и Канада. Подавляющее большинство грузин исповедуют православное христианство, хотя примерно 20% исповедуют ислам. Это в основном грузинские этнографические группы, лазы, чвенебуры, ингилойцы и ферейданцы, а также частично грузины-аджарцы. Грузины одними из первых приняли христианскую веру. Согласно поверьям, ее принес в регион апостол Андрей Первозванный. Большая часть центральной Грузии полностью приняла веру еще в III веке, чаще всего упоминают 319 год. В Западной Грузии христианство окончательно укоренилось лишь к V столетию. В целом, Грузия является первой православной и второй христианской страной в мире, принявшей эту веру в качестве государственной. Церковь в Грузии является автокефальной, то есть полностью независимой и автономной. Добиться ей этого удалось в XI веке. Ценно, что народу удалось сохранить свою религиозную принадлежность, несмотря на многочисленные вторжения со стороны исламских государств. Например, в средние века все соседи Грузии были мусульманской веры, и страна практически не имела связи с христианским миром.
У грузин есть собственная языковая семья, которая так и называется картвельская, то есть грузинская языковая семья. Письменность в регионе зародилась в глубокой древности. На древнегрузинском языке были созданы многие памятники, относящиеся еще к 5 столетию. Однако сам язык начал формироваться гораздо раньше, еще во 2 тысячелетии до нашей эры. Современный язык основан на фонетическом принципе, на нем говорят более 5 миллионов человек по всему миру. Современная территория Грузии была населена предками людей миллионы лет назад. В 1991 году вблизи небольшого грузинского города Доманиси был обнаружен гомонид, получивший название Доманисский. Это древнейший из известных представителей Homo, обитавших вне африканской территории. Не факт, что именно от этого вида гомонидов и произошли грузины и в целом все европеоиды. Однако, без сомнения, нация ведет корни из региона современного расположения Грузии. Множество племен жило здесь уже в эпоху неолита и палеолита, строя жилища, занимаясь первобытным земледелием и скотоводством, охотой и собирательством. В 5-6 веках до нашей эры регион впервые упоминается в письменных источниках. Тогда на восточном побережье Черного моря располагалось легендарное царство Колхида, а на востоке современной Грузии – могущественная Иберия. Они впервые упоминаются у греческих историков, но больше всего они прославились благодаря легенде о аргонавтах. Миф о Золотом Руне, посланном греческими богами, гласит, что оно было утрачено именно в Колхиде. Тогда герой Ясон направился в далекое царство, в результате чего добыл и руно, и жену Медею, дочь колхидского правителя. В центре Батуми даже стоит посвященная этому скульптура «Медея с золотым руном». Иберия и Колхида были сильными рабовладельческими государствами и просуществовали довольно долго, но их пытались захватить римляне, греки, персы, а затем и арабы. Однако именно в этот период регион принимает христианство, а столицей становится город Тбилиси. В 11 столетии грузинская династия Багратионов изгоняет захватчиков и объединяет раздробленные грузинские царства в единое централизованное государство. 11-12 века считают грузинским возрождением, эпохой строительства и расцвета. В этот период правила знаменитая царица Тамара, которая наладила экономику и отношения с Египтом, Индией, Киевской Русью, западноевропейскими и арабскими государствами и даже с Китаем. Политическое могущество страны основывалось на высокоразвитом сельском хозяйстве и процветающем городском хозяйстве. Высокого уровня достигла феодальная культура, философия, историография, филология, литература, искусство, чеканка по металлу, зодчество и монументальная живопись, миниатюра и керамика. К этой эпохе относится создание бессмертного творения Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Однако, после смерти царицы Тамары сначала монголы, затем Джалаладдин, позже 8 разрушительных нашествий Тимур-Ленга, а в конце вторжения османов положили конец могуществу средневекового грузинского царства и привели к ее распаду. В результате в XVIII веке раздробленные грузинские царства и княжества были включены в состав Российской империи. После Октябрьской революции была создана Грузинская демократическая республика, но вскоре она вошла в состав Советского Союза. После распада СССР в стране начались межэтнические конфликты с абсу-абхазами и осетинами с поддержкой России, которые привели к временному отделению исторических областей Абхазии и так называемой Южной Осетии. Средневековый иерусалимский хронист Жак де Витри писал: «Есть еще на востоке христианские народы, именуемые грузинами, народ воинственный и бесстрашный. Они храбрые воины, сильные телом и твердые в вере. Даже малочисленное войско грузин внушает страх врагам. Много раз они причиняли большой урон Персии, Мидии и Ассирии, близ чьих границ они обитают, всегда окруженные племенами неверных. Этих людей называют георгианами, то есть грузинами, потому что они поклоняются и почитают святого Георгия, которого они избрали своим покровителем и нанесли его изображение на свои знамена, которые они несут во время битвы. Они почитают Георгия выше всех других христианских святых».
Арабский хронист и политический деятель Аль-Умари описывает грузин как сторонников религии креста, добавляя, что султаны Египта обычно обращались в своих посланиях к грузинскому правителю, в отличие от других христианских правителей, как к великому монарху, герою, храбрецу, справедливому к своим подданным, преемнику византийских правителей, защитнику земли своих рыцарей, защитнику веры в Иса, священному лидеру христианского мира, лучшему из друзей и другу правителей и султанов. Со своей стороны, грузинские правители подчеркивали свою роль как защитников веры, поместив на свои монеты надпись «Меч веры» или «Защитник Господа», выполненную даже на арабском и персидском языках. Другой патриарх Иерусалима, православный Дорофей I, писал, что набожные правители Иберии всегда были защитниками священного гроба Господня. А умирающий великий иранский шах Аббас II сказал: «Только два врага оставляю несломленных – это смерть и грузинский народ». Антропологически большая часть грузин относится к европеоидной расе, представляя ее кавказионские и понтийские типы. К числу его отличительных особенностей относят высокий рост, крепкое атлетическое телосложение, глаза карого, голубого или зеленого цвета, темно-русые, черные или каштановые волосы, прямой нос с чуть загнутым кончиком, светлая пигментизация кожи, широкое лицо с зауженным подбородком и выпуклой челюстью. На генетическом уровне родственными народами грузин являются черкесы, чеченцы и ингуши. Дальними родственниками можно назвать арабов, евреев, курдов и даже южных итальянцев. Предки современных грузин повлияли на формирование таких народов, как апсу-абхазы и осетины. С древних пор грузины считались одним из красивейших народов мира. Иностранцы отмечали атлетическое сложение мужчин и стройность девушек, которые сохраняли формы даже с возрастом. Даже такие всемирно известные люди, как Иммануил Кант, основоположник немецкой классической философии, и даже сам Чарльз Дарвин отмечали невероятную красоту грузинов. Дарвин писал: «Все европейские путешественники, когда-либо побывавшие в Грузии, единогласно признают красоту и очарование черкесских и грузинских девушек. Турки, арабы и многие другие народы, конечно же, разделяют эту мысль, так как всем сердцем им хотелось облагородить свой народ грузинской кровью, чего турки и сумели достичь». В географии Российской империи 1892 года грузин описывает таким образом: грузины по наружности принадлежат к числу самых красивых народов земного шара. Они высокого роста и крепкого сложения, имеют нежный и чистый цвет лица, роскошные волосы и большие глаза. Грузины добросердечные, ласковые и в высшей степени гостеприимные. Замечательна их страсть к танцам и песням. Великий немецкий ученый Блуменбах считал идеалом человека, происхождение которого грузинское, полагая, что это прототип белого человека. Он писал: «Кавказский тип. Для изучения я взял именно этот тип, горский тип Кавказа, потому как его южный склон производит самую красивую расу людей. Под этой расой я в первую очередь подразумеваю грузин». Особую роль в жизни грузин всегда играло виноделие. Часть исследователей полагает, что именно предки Картвелеби первыми в мире научились делать вино. Да и в целом именно Грузию называют родиной вина, так как именно на территории Грузии были обнаружены древнейшие винные сосуды с отпечатками винодельческих листьев прошлых геологических эпох. Кроме того, само слово «вино», «хвино» имеет грузинское происхождение. Без вина в Грузии не обходится ни одно застолье. Им обязаны угощать гостей и делать для собственного использования. Грузия – родина гурманов, а грузинская кухня по праву считается одной из лучших в мире. Такие блюда грузинской кухни, как хачапуры, шашлык, хинкали, сациви, чурчхела, сулугуны и многие другие, известны по всему миру. В Грузии выращивают экзотические культуры – лавр, табак, цитрус, чай. Не зря в советские годы Грузию называли главной по праздникам. К Новому году она обеспечивала страну мандаринами и апельсинами, к другим праздникам – вином, табаком и чаем. Грузины очень сильно любят и почитают женщин. Даже в ранней мифологии солнце у них было женского пола.
В верованиях древних грузин, колхов, многие божества имели женский пол. Например, богиня Нана считалась богиней земли и матерью всех людей. Во многом чуть позже на отношение к женщине повлияла знаменитая царица Тамара, а до этого еще в IV веке святая Нино, которая является крестительницей Грузии и которая одной из первых принесла христианство в страну грузин. Ментальность грузин с древних времен базировалась на почитании старших. Они предпочитали жить большими родственными общинами, особенно в горной местности, численность которых могла доходить до 100-150 человек. В семье процветал патриархальный уклад, а невеста после замужества переходила в дом мужа. Населявшие одну из самых красивых стран в мире, грузины от природы наделены прекрасным вкусом и эстетическим чутьем. На протяжении веков их искусство и архитектура замечательно сочетали практичность с высокими художественными качествами. Местные ткани и керамические изделия высоко ценились с древнейших времен благодаря их декоративным качествам. Грузины за свою многовековую историю создали развитую, весьма своеобразную цивилизацию. Исключительно удобное географическое положение, благоприятный климат, разнообразный ландшафт стали колыбелью удивительной нации. Грузины — это народ воинственный, импульсивный, свободолюбивый, экспрессивный, но вместе с тем исключительно гостеприимный, музыкальный, обладающий неповторимым чувством юмора и самоиронии. Грузины высоко ценят великое историческое прошлое своей родины, поэтому отличаются высокими самооценкой и самосознанием, неподдельным чувством гордости и национального достоинства.